Всем привет, и с вами Александр Бабков. И сегодня у нас на обзоре автомобиль, который идеально подходит для этой обстановки зимней. Среди белого снега черное пятнышко. Итак, встречайте Subaru Forester. Ну что, приступим, собственно, к автомобилю. Итак, Subaru Forester. Все знаем, что этот автомобиль в 1997 году, собственно говоря, появился на рынке. Это второе поколение и рестайлинг, соответственно. Это тот кузов последних Subaru, я думаю, ну вот честно, 2007 год, 2008 год, это последние кузова настоящих Форестеров, когда они были еще как бы классическими Форестерами, как мы привыкли их видеть, а потом они пошли уже какие-то больше китайско-корейские обмывки, короче, вот. В общем, это комплектация Cross Sport. Cross Sport это одна из самых лучших комплектаций, так как в ней есть, сами понимаете, что? Спорт, кросс, что значит? Турбо, естественно. И как мы отличим, что это Cross Sport? Ну, по шильдикам Cross Sport это все не суть, самое главное здесь это вот. Увидев вот эту ноздрю, вы поймете, что под капотом здесь скрывается тот самый еж. Собственно, к нему мы и перейдем. Вот он, наш любимый с вами всем субаристам ежик. Турбо, кулек, все как полагается, все как мы любим. То есть сейчас зима, сейчас время Subaru. Наваливать по снегу, раллийные прошлое вспоминать свое, да? То есть Forester, по сути, та же самая Impreza, немножко приподнят, то есть высокий дорожный просвет. Ну и кузов универсальный, типа для активного отдыха, там, ну вообще изначально он подразумевался как так. В этом поколении немножко исправили пространство для задних пассажиров. В первом поколении был немножко теснее салон. Здесь же все исправлено. То есть во втором поколении это еще и рестайлинг. В рестайлинге, естественно, другая оптика спереди, немного, по-моему, другая сзади. Выглядит очень хорошо, вот серьезно, очень гармонично, смотрится прямо суба, вот реально суба. Та самая, которая делает бу-бу-бу-бу-бу, кстати, говорят тоже, как говорят. В общем, проблема ежей, как я уже говорил, это стучащий черт цилиндра, о котором все там говорят, что там юбка начинает стучать, короче, ну и все не суть. У кого-то может застучать на 200 тысячах, у кого-то на 300, может кто-то на 100 уже застучать. В общем, самое главное вовремя менять масло здесь, заливать правильный бензин, даже вот есть 2.5 моторы, EH25, которые, да, ну, они редкие для японского рынка, но все же есть. В нем требуется 98 бензин, по идее. У нас в городе такого нет. Здесь бы тоже я заливал бы 98, по идее, для турбо. Если вы заливаете хороший бензин, заливаете хорошее масло, вовремя все это дело меняете, все расходники, то и прослужит он у вас нормально. Главное его не бустапить. Ну, не любят ежи бустапы вот эти все, да. Лучше сгонять на стоке, ну, можно чуть-чуть бустануть, но не как бы без фанатизма, в общем. В общем, проблема это вот именно в обслуживании этой машины, там, поменять свечи, немного проблема. Ну, кто уже сталкивался с этим, сам, например, менял, тому уже будет проще. А вот ты, как обычный обыватель, вот я смотрю на мотор, да, вот встал, смотрю на мотор, что я вижу? Я вижу генератор, и все. Больше я ничего не вижу, ничего больше. То есть все очень так спрятано, потому что мотор там, все очень, как будто кажется сложно. Но, как говорит, глаза боятся, руки делают, да? То есть, если возьмете такую машину, потом вы не сможете сесть на другую, потому что это как бы Subaru Team, там, все дела, короче, после Субы хочется еще другую Субу, и вот так вот постоянно. Просто проблема в том, что вот этот Subaru, именно последний год настоящих Subaru, следующие кузова, вот лично по моему мнению, уже не то. Уже не те Subaru, как были вот именно вот эти. Итак, ну, с ежом все понятно, мы на нем еще навалим. Так что, это не проблема. Конечно же, еще это какие тут диски стоят, 17, ну 17 диск, в принципе, да, хорошо смотрятся, они без фанатизма, хороший профиль, в принципе, комфортабельный. Еще и такая прикол Subaru в том, что у нее очень выносливая подвеска, то есть они предназначались для ралли. Здесь тоже подвеска очень хорошо, убить ее тяжело, даже в наших условиях они очень хорошо ходят. Управляемость, все это присутствует отлично. Дисковые тормоза, естественно, там и там, ну, это же турбо, было бы глупо, если были бы сзади барабаны, правильно?
Система полного привода тоже такая же, как на импрезе, то есть на автомате 60/40, на механе 50/50, там самоблокирующий дифференциал бывает задний, LSD. Вот. По салону. Кстати, вот тоже прикол Subaru, это безрамочные двери, очень хорошо смотрятся. Итак, опа. В общем, в салоне вот в этих комплектациях вот эти ковшеобразные сиденья, все это присутствует. Да, в некоторых комплектациях есть электросиденья, но здесь нету такой, как бы, не такая комплектация, да, тут много различных регулировок, коробка Tiptronic, то есть с режимом ручного переключения, есть тут плюс-минус на здесь, или можешь на руле как бы переключать и здесь, без разницы. Все очень удобно, красивые колодцы, все четенько сделано, крутилочки, ну как бы ничего лишнего, но в то же время смотрится хорошо и интересно, не как тойотовский салон, как я уже говорил, то есть очень интересно все сделано. Удобный подлокотник, клюка такая маленькая, но в то же время очень интересно смотрится. Руль очень приятный, ну сиденье правда отпадное. Ну, давайте посмотрим, может задний сиденье. Все-таки автомобиль реально универсальный, то есть вы можете на нем навалить, можете поехать на отдых куда-то. Да, кстати, вот смотри, сколько места здесь. Я даже не достаю до заднего сиденья. До переднего сиденья, извиняюсь. Ну, темновато, да, сегодня такие условия. Все-таки на улице почти 40 градусов мороза. На улице снимать в такие вещи, это очень сложно. Так что уж вы нас поймите. В общем, машина реально универсальная. Вот честно, если вы выбираете автомобиль, вот как многие по каким-то принципам его выбирают, универсальности, то есть, чтобы вы могли возить. Ох ты, мать моя. Вот это жесть. В общем, ну да. Короче, понятно примерно. Да, как выглядит. Сабвуфер много влезает. Да, и всего, куча всего, короче. Места, кстати, да. Конечно. Естественно. Не знаток, да. Ну, в общем, этот автомобиль очень универсальный. То, что он универсал, он как бы и паркетник, может быть, даже какие-то джиповские функции у него есть лучше любого другого паркетника, можешь поехать по бездорожью, тоже его можешь навалить. У него приятный, комфортный салон и мощный двигатель. То есть все вот это в сборе получается вот этот автомобиль. То есть вы, если вы ищете по таким критериям удобство, полный привод, чтобы вы могли проехать на дачу, чтобы вы могли и навалить, это ваш выбор, серьезно. Вот я бы, честно, я всегда нравились Форестеры именно вот своей универсальностью. Legacy тоже машина похожа, но Legacy она уже больше длиннее, уже не такая, уже не то. Она ниже, а это вот именно высокий, отличный как бы джип. Можно сказать, что это джип, но это не джип, это Subaru. Короче, это такой интересный вот вид кузова у Subaru, вот, ни на что не похожий класс авто. Вот. То есть, по сути, это импреза, а не Legacy. Форестер ближе к импрезе, чем к Legacy. Вот такая фигня. А Legacy ближе к импрезе, чем Нет, Legacy это вообще другая штука какая-то. Уже не от мира сего, короче. Ну, это как-то большой универсал. А это как бы не универсал, вроде не хэтчбэк, короче, что-то между ними. Очень интересный автомобиль. Спору нет, но надо уже, короче, нам навалить, ребят. И так как сейчас зима, время Subaru. Все Subaru воду зимой любят навалить где? На снегу. Так что мы сейчас поедем на нерасчищенное озеро, в ровном навалить. Так что не переключайтесь. Итак, ребят, мы внутри Subaru Forester, как я уже говорил, автомобиль идеально подходит для зимних условий. На улице минус 38 градусов, и мы наваливаем на нерасчищенном озере. Итак, первое впечатление, сев за руль, я вижу огромную ноздрю на капоте. Прямо вот она закрывает мне пол обзора, эта ноздря, это круто. Я знаю точно, что у меня под капотом турбо, у меня есть датчик турбины, который мне говорит, что я пока не выхожу на буст. В общем, постоянный полный привод. Блин, Суба, это круто. Сейчас мы попробуем навалить на ней где-нибудь. Только вот я не знаю, куда дорога это вообще ведет. Ехать по озеру это всегда рискованно.
Даже в такие морозы все равно думаешь, боишься, что ты провалишься под лед, еще что-то. Было бы прикольно, если был бы он расчищенный. Итак, ребят, в общем, валим, погнали, газ в пол. Ох! О, как она таскается, вот твою мать. Это очень-очень прикольно, это прямо ралли. Winter ралли of Якутск, ё-моё. Резина тут, конечно, не шипованная, но липучечка. И цепляется довольно-таки четко. Управление, блин, ну, сногсшибательное, честно скажу вам. Не сбей, Саня. Да, вот. Наваливать на этой машине очень приятно. Ох, блин, на льду, даже на льду, вот, цепляясь в этот снег, машина реально очень-очень быстро разгоняется. Чувствуется полный привод. Это самое время для Subaru, серьезно, вот самое время для Subaru, вот это делать, вот да. Едешь по озеру, наваливаешь на все деньги и понимаешь, что ты не зря купил Subaru. Серьезно, машина очень-очень-очень крута. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы сидите, вот подъехали вы такой со своей бейбочкой сюда, на переднее сиденье посадили свою бейбочку, взяли ее за ногу, ну что, бейба, го наваливать. И берешь, выезжаешь на озеро и газ в пол и пошел. Просто многие девушки боятся же вот этой, когда заносят, начинают пищать. Они просто, некоторым даже нравится, но они просто будут говорить, ну что ты делаешь, ты дурак, что ли? Перестань, а на самом деле. Да, на самом деле они, короче, говорят, давай. Я не дам. Давай еще, давай, навали еще. Вот типа такого, так всегда потом бывает. они возбуждаются. Да. И вот вы свой мужской инстинкт проявляете вот в этом. Блин, как круто. О-хо-хо. Вот плохо, что не расчищено озеро, они немножко таскают по этим колеям, но я вот разгоняюсь 100 км в час просто по озеру, сотня. Представьте, сотня. И это очень-очень-очень круто. Попробуй пятака накрутить где-нибудь, а? Давай. Не вариант. Опа! Вот это было круто. Хорошо. Это было круто. Блин, вот реально, вы просто можете впечатлять своих девчонок, своих бейб, купить такую тачку, ждать зимы. Когда зима, все вроде говорят, скучная зима, там, холодно. Но когда у вас Subaru, вам никогда не скучно. Это точно. Особенно вот такая. Ох! Вот, кстати, единственная проблема, да, вот честно, ездить на полном приводе. Вот все мы знаем прекрасно правила поведения при заносе, да? То есть на заднем приводе, на переднем приводе, а на полном приводе делаешь вот так и вперед. Но ощущается машина круто, реально. Блин, очень быстро идет. 110, ё-моё, 110. Я по озеру просто разваливаю всех и вся. Полный привод решает. Вот слева от нас Тиана просто прозревает от того, насколько быстро и быстро мы едем. Блин, я хочу пятака крутнуть, но мне никак не получается это сделать. Ох! Если вдруг потеряем еще. Просто, ну, серьезно, это даже не обзор, это просто, блин, просто мы... Просто ездим. Да, вот ты просто едешь и понимаешь, насколько круто иметь Форестера с турбой зимой. Что это пищит, я не пойму. Да. У меня впечатлительный желудок. Это круто, блин. Серьезно, вот я понял, мы снимали Legacy летом, и это было неинтересно. А вот если бы мы сейчас бы ее сняли, это было бы круто. Но Legacy, она низкая, и по сугробам, когда наваливаешь, ты не сможешь как бы так по сугробам
уверенно рысачить. А здесь машина высокая. И ты можешь очень хорошо рысачить. Я думаю, на этом, на вот этой классной ноте, на классных впечатлениях, чтобы вы впечатляли своих бейбочек, всадив их в пассажирское сиденье, валили на озере. Так что покупайте Субу на зиму. Реально, машина крутая. Пускай она будет сложна в обслуживании, пускай она будет, блин, не знаю. Ну, она, в принципе, только в обслуживании сложна. А так она, в принципе, идеальный автомобиль. Вот серьезно. Купить такую, вы получите и хорошие эмоции летом. Она очень практична, универсальна и так далее. И зимой, ну просто вы просто поймете, что вы не зря проживаете жизнь Subaru. Я теперь понимаю всех Subaru-водов, почему они не хотят другую машину. Потому что, видимо, кто ездит не только летом, но и зимой, все так делают. Ждут расчищенного озера и просто наваливают. А если у тебя есть Forester, не обязательно иметь расчищенное озеро. Можно наваливать и на сугробах. Так что на этом, я думаю, надо стоит подытожить этот автомобиль. Итак, ребят, что скажем в итоге? Автомобиль действительно универсальный, действительно хорош всем. Все, что вы хотите от автомобиля, вы получаете именно от него. И это тот кузов, то Subaru, который был еще настоящим Subaru, который уже не делают. Не такие китайские обмылки, как были после него и так далее. Это тот самый настоящий True GDM Subaru. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все. Всем пока.